Ветхие окна в детском саду «Снегурочка» были определены приоритетной проблемой на прошедшем собрании по программе поддержки местных инициатив среди жителей многоквартирного дома Горняков-6/7. Остекление в детском саду является не единственным актуальным вопросом, однако именно создание комфортабельных условий в стенах дошкольного учебного заведения послужило причиной полной консолидации местного населения. В пользу данной инициативы выступили 64 из 68 голосов. Проблема назревала долгие годы. Окна, установленные в здании, эксплуатируются порядка 40 лет. Сегодня, согласно проведенным подсчетам, оборудование групп пластиковыми окнами требует материальных вложений в размере 270 тысяч рублей. Председательствующая на собрании Гузель Шамгулова, заместитель главы по социальным вопросам, объяснила, какой порядок совместных действий увеличит шансы на реализацию проекта. Хочу сказать, что по программе поддержки местных инициатив с республики самое большое количество, максимальное количество выделяемой суммы – это 1 миллион рублей. Город дает 150 тысяч. Значит, другое финансирование – это идет от спонсоров, эту сумму, которую вы наберете, и вклад населения от 5 до 15%. Вложение каждой семьи, утвержденное общим голосованием в рамках гражданского софинансирования, составило сумму в 150 рублей. Протоколировать, определять смету, следить за торгами и контролировать работу в случае успешного прохождения инициативы в список победителей будет выбранная инициативная группа. Мы выступили с инициативой в поддержку детского садика «Снегурочка» с дома Горняков-6/7 по ремонту окон. Провели собрание. Собрание прошло успешно, все проголосовали. Смета готова. Теперь ждем решения и надеемся на победу. Уникальность данного проекта, как подчеркивают организаторы, состоит в том, что повышение качества жизни зависит в первую очередь от активности граждан. Именно люди решают, какой проект они будут реализовывать и сколько собственных средств они готовы затратить для достижения результата. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.